Налево пойдешь, мусор найдешь, вправо глянешь, тоже отходы, прямо посмотришь, картина та же. Оказавшись на окраине села Далаково, Витязь, не раздумывая, просто развернулся бы и ушел совершать подвиги в другом месте. Сильный запах разлагающихся отходов режет глаза. Бытовой и строительный мусор здесь разбросан даже на обочине трассы. Кое-где, очевидно, старательно работал бульдозер и территорию очистили, но ситуация при этом остается антисанитарной. Я вижу, что здесь убирали. И вижу, что возгораний здесь отходов нет на данный момент. У нас есть полигон, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов. И у нас есть требования закона, которые запрещают размещение отходов на объектах, не внесенных в этот реестр. И, соответственно, надо с людьми об этом говорить. Я вижу, что здесь работа действительно велась. Я ранее был неоднократно на этой свалке. Здесь была хуже ситуация, но в любом случае надо ее контролировать. Ну, в течение этого года 2 раза мы убирали этот полигон, 2 раза убирали. Но на сегодняшний день у нас сейчас есть договоренность. На этой неделе, имеется на следующей неделе, значит, мы нашли транспорт, имеется в виду бульдозер, который будет убирать, и решили его убрать. Начальник отдела экологической безопасности и охраны окружающей среды Минприроды Ингушетии Адам Баркинхоев делится: несанкционированная свалка здесь, в Далаково, будет рекультивирована, как и другие 15 свалок в Ингушетии. Часть свалок, в том числе и вот это, мы планируем ее через государственную программу «Генеральная уборка», федеральный проект «Генеральная уборка», мы планируем ее рекультивировать. Но, естественно, это будет не в этом, не в следующем году. У нас вот сельские свалки будут после городских свалок. Сейчас у нас следующий этап – это рекультивация свалки города Карабулак. Работа в этом направлении уже идет. И далее будет уже рекультивация сельских свалок. На данный момент список мы подали тех свалок, которые у нас есть, которые обладают признаками накопленного вреда окружающей среде. То есть старые свалки, у которых нет собственника, земельного участка, принадлежит государству либо муниципалитету. Вот такие критерии там есть. Эти объекты мы подали, в том числе и эту свалку. Сейчас по ней должны провести оценку негативного воздействия. Это делает Росприроднадзор, Роспотребнадзор. Когда уже проведут эту работу, они предоставляют ее нам, мы оформляем земельный участок, подготавливаем документы и направляем на государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Дальше мы будем работать над тем, чтобы ее рекультивировать. С долгосрочной перспективой все понятно, но как быть сейчас? Свалка разрастается, бывают случаи возгорания, а это выбросы ядовитых веществ, которые разносятся на всю округу. Дауд Акиев, он же глава администрации села Далаково, во всем винит местных и жителей села Канташево, которые выбрасывают здесь мусор. Делают они это преднамеренно или просто по неведению? Вопрос открытый. Ну а пока хотя бы можно, да, поставить табличку, там, проводить беседы с местными жителями о недопустимости этого явления. Да, мы выставляем вот эти таблички, вот эти металлы, которые сдают, они срывают ее, 2 раза они сорвали. Ставили таблички? Ставили, мы таблички ставили, вон там ставили, вот здесь ставили, вот там ставили. И они убирают эти таблички, крадут. Вот. Проблема Может, в том, ситуация что изменится? таблички металлические. Они крадут металл. Металл, Нужно установить какие-то простые таблички. Делают так. И да, свалка образовалась не за один день, и своевременное вмешательство компетентных органов помогло бы избежать проблемы. Сейчас площадь отходов измеряется гектарами. Неужели вот самые первые дни, когда кто-то начал выкидывать мусор, нельзя было пресечь эти факты, работать с этими жителями? Все правильно, мы его пресекали, я имею в виду, мы пресекали и будем пресекать. Но так получилось, что вот сегодня такая ситуация. Здесь я хочу отметить, это очень старая свалка, которая здесь образовалась. Мы видим уже стабилизировавшиеся отходы. Это старая свалка в те времена, когда еще и полигона не было. В те времена, когда она образовалась, особой борьбы и с размещением отходов на окраинах сельских поселений не было. У нас в 2017 году запретили размещать отходы на таких свалках. А в 2016 году до 2017 года у нас практически в каждом районе была свалка. Не то что в районе, в каждом сельском поселении фактически на окраине были свалки. Сотрудники Минприроды призывают прекратить здесь выбрасывать мусор, заключить договор с региональным оператором компании «Экосистема». Тариф 80 рублей с человека в месяц. Не так уже много по сравнению с расходами на тот же бензин для еженедельных рейсов из дома до несанкционированной свалки. Адам Мережков, Султан Булгучев, Новости 24.